дома, ребята. Растопили печечку. Время у нас 10 часов. Короче, сегодня не решили мы сидеть, потому что завтра мы едем домой. Сегодня потихоньку посидим, отдохнем, может, степени, ну, точнее, выспимся. Что мы сегодня поймали? 3 наливом мы притарабанили, еще и изек попался. Ну, короче, как-то так, не знаю, непонятно вообще. Ну, без рыбы как бы не остаемся, понятное дело. Но прям, чтобы такое, что прям бум, налетели и налетели. Так что, за 3 дня там мы поймали нормально рыбки. Вот. Короче, решили мы сворачиваться. Березка у нас там прогорела, мы тут с Маляка привезли чурбан. У нас все шикарно. Сергей Витальевич картоху чистит. В наряде, в общем. Ну, как в наряде. Пожарим, в общем, картохи жареные. А? Шикарно? Шикарно, я думаю. Похаваем. И будем балдеть. Сейчас растопим палатку. Будет тепло. Ну, в палатке будет тепло, я имею в виду, и уютно. Да, такие дела. Сейчас будет классно. Печка пошла. Чем протереть? Туалеткой какой-нибудь. Есть бумага? Бумага. Вот так вот.
Так, друзья, ну что, доброе утро. Сергей Витальевич, собственной персоной, проснулись, ребятки, мы. Время 8 час. Вчера не помнишь, во сколько завалились? Поужинали картохи и что-то так. Да где-то в 10-11. 10-11, да. Короче, вчера рано ребята легли спать. Потому что сегодня нужны силы. Сегодня Сереге как минимум за рулем ехать. Это и ладно, мне там сбоку. Но опять же, день сборов и день выездов, они такие трудоемкие, так я бы сказал. Потому что надо сейчас все будет собирать. Все это будет увозиться, грузиться. Такие дела, в общем. Шикарное утро. Сегодня обещают снег. И с этого дня в Республику Коми, походу, бахнут неплохие осадки снегов. Потому что у нас вчера в деревне кропальнуло. И вот, короче, плюс закончился. Уже будут такие, даже днем в районе 0, плюс 1, минус. В общем, все, плюс 5, плюс 7, кайф закончился. Понятное дело, что рыбалка еще не закончилась, еще можно двигаться и по заберегам, когда уже будет лед, там и минуса, но уже минус. Поставили чаечек, точнее водичку под кофеек. Там вчерашняя картошка Серега там поставил согреть. Ну, сейчас еще завтрак лапши, наверное, заварим китайской. Перекусим и потихоньку будем собирать вещи. Марафет наводить, что-то прибирать, пакеты. Ну, короче, не знаю. Мы заезжали сюда, делали 2 ходки. Может, Леха с деревни поможет нам и приедет и заберет час вещей, и мы одной ходкой уйдем. Это бы было, конечно, намного лучше. Наверное, так и сделаем, но если человек подъедет, может, какие-то планы будут. Вчера мы поймали на той стороне, на миногу. Серега поймал, я поймал. Вот. И, в принципе, как-то так. Зарядили все на миногу. Вот сегодня проверка у нас. Может, что-то будет интересное, ребята. Так что еще рыбалка будет. А пока Серега, картошку доставай. Все, ребятки. Четвертый день. Можно, конечно, еще жить, стоять. У нас есть и продукты, и, в принципе, есть топливо. Вчера даже неплохо половили миногу. У нас даже миноги вон еще есть в кане. Но... Нет, она не должна замерзнуть. Ну, дела, ребята. Надо и честь знать, так скажем. Да и погода впереди будет. Слякоть, снег такой, знаете, ну... Сегодня вот именно погода без дождя, без снега. Хотим... Ой, даже с утра солнышко вышло. Да, и косачи, кстати, на той стороне. И решили вот именно воспользоваться этой погодой и сняться с лагеря. Ладно. Чаечек, кофеечек. Кофеечек. Перед уездом надо будет мусор сжечь. Костер разведем, сожгем. Тут все равно такое все горит, которое, чтобы не тащить с собой. Что тут у нас закипает? Завтрак чемпиона, ребята. Быстрая лапша приготовления в сковородке. Сейчас она, водичка выпарится. Все будет четко. Ничего. Печенью хоть пахнет гусиной. Или гусь там не это. Сахар закончился. Надо будет не забыть потом напомнить.
на следующий выезд, чтобы все было готово. Так. Ну-ка, вроде есть, все есть. Сахара вот нету. Пакет нужен, Серега, там пакет есть. Пустой. Большой. Может, под обувь там туда. Кружка Ну, да. большая у тебя. Ага. Так, друзья, ну что, 4 дня, 59%. Блин, заряжал все, фонарики, порубанки даже, батарейки, телефоны. Ну, четко. Вот, в принципе, еще можно было. Ну, неделю, короче, смело можно брать, хватит. Прошел снег. Такая тучка снежная была. Ну, в принципе, и закончился. Там в палатке чуть по чуть навели марафет. Ну как, подсобрали по мешкам, по сумкам. Такой штиль классно. Блин, даже уезжать, ребят, неохота, если честно. Ну, хватит нормально, постояли. Половили, в принципе, неплохо. Пойдет, не пустые, так скажем. Рыбку подловили нормально. Серега Налима повезет домой. Все, пойду донки собирать. Посмотрим, может, что еще попадется. Так, сумку возьму. Мало ли какая-то рыбейка. Вон сколько у нас миножки еще вчера нарыли. Будем отпускать. Давайте, живите, плодитесь. Он сразу, ребят, смотрите, взрывается. Кажется, разбегутся, найдут себе новое пристанище. По рогаткам смотрю, а водичка на прибаву пошла. На прибавочку. Начал подниматься. Начал подниматься. Вот и хорошо. Это и хорошо. Чего, ладно? Сматываемся. Даже грязки немножко поднакидала. Ну, немножко как была, так и есть. Никто ее не хапнул. Тут как будто рыбка какая-то небольшая. Окунек, наверное. Не, засранец Никодимчик. Засранец Никодимчик. Миножкой не побрезговал. Да, и заел. Как самый настоящий, блин. В язык вроде воткнул. Блин. Не знаю, ну. Выживет, не выживет. Отойдет, не знаю.
что, вот, конечно, глотают они мамородные. Вот, ребята, последняя донка. Что-то поднатянуто, как будто, не знаю. Никто тут не ходил, никто тут не бродил в плане трофея, к сожалению. Так, мелочушечка. Езёк тут попался, налимчики. Ах, надо же. Последний. Думал, без зацепов. Придется поводок оторвать. На мровке. Оторвал верхний. Щучка тут на ерша. Штук, наверное, с десяток налимчиков небольших за вот эту всю рыбалку. Пару окуней, наверное. Ну, не сказать, что вообще ничего. Рыба не крупная, но была. Соответственно, тоже место можно плюсовать. Хороший приямок. Точнее, не приямок, а яма. Можно сюда приезжать, тем более сюда можно приехать на автомобиле. А это очень большой плюс, так как не надо все поднимать в гору вот эту, а приехать с прицепиком на Невасике, допустим, выставиться, расставиться по дороге где-то через лес, пильнуть в сушинку и расставляться вот оттуда до туда. Здесь можно вдвоем, втроем хорошо постоять. И рыбка будет. Так что место классное, огонь. Зацепов не особо много. Считаю, нормально. Ну что там, ближочки у нас? Чем порадует? Вчера мы там езя поймали. 4 налимов. Один такой грамм 800-900. Ну, в эту рыбалку ничего такого серьезного. Что за кидушечки? Как у вас тут ночка прошла? Никто тут не буянил. Все стоят вроде. Какая-то дергает. А, Серега. Я понял тебя. А, ну что? Первая пустая. Первая пустая. Да? Живые, конечно, что им будет. Вода холодная, это летом. Они бывают, не знаю. Что-то вроде никто ее не кушал. Да. Походу, Серега. Опа. Есть кто-то небольшой. Не больше 3 килограмм. Налимчик. Мелкий, зараза. Опа.
Заглотил-то, ё-моё. Как вот так глотают, Таня? Сам с ним ничего сделал. Пальцы уже не свои просто, Серега. Я уже не могу. До того уже. Да вот видишь, что Карсан, что он толку-то вот. Я пальцем быстрее достану. Потому что я чувствую, где крючочек. Давай, друг, вроде повезло тебе. Он попер, как смотри, домой. Ну нафиг, говорит, я. Мамка, блядь, звала, говорит, в 10 вечера вообще дома был. Да. Есть. Интересно. А что-то такое же. Такой же. Походу, два брата гуляли. Походу, два брата гуляли. Тихо. Тоже попер, смотри как. Тоже домой. На пару гуляли. На парочку, ну. Есть. Ага. Как это так зацепились-то? Плохо. На какой-то походу рыбка, что ли, значит? О, слушай, нормальный. Нормальный змей. Хвостом как лупит. Вот этот приятный. В районе килушки. Вот этот змей два поводка съел, блин. Два. И на той, и на той. Ничего себе. Ну, прикинь. Он голодный, блядь. Жор. Такой нормальный налимчик. Там, короче. Серег, иди ему пасть открой. Иначе тут он сейчас делов наделает. Сжимает. Скажите, видишь где? В пищеводе. Можешь леску натянуть вот эту? Зараза. Вот так вот. Забирай. Вот такой, да, килушничек. Ну вот как-то так, ребят. 3 налимчика у меня. Посмотрим, что у Серого. Ну, 5 штучек у Сергея. Что, Серег? Не знаю. Или как-то. Есть рыбка, да? Ой, как в сторону ушло, да.
Ну, тяжеленько так идет-то, ну, не, что-то есть, Ага. не груз точно. Он водит, 80-ка у тебя груз. водит, вон, видишь. Ага, идет. Походу хорошенький. Сейчас. Увидим. Он бьется, слушай. Нормальный, слушай. Пойдет. Да. Такой поприятнее. О. Такой грамм 600-700 пойдет. Так. Подожди, Серега, подожди. Опа, обломил. Обломил. Ну ладно. Слабовать не. Ладно. Помой немножко. Что такое? Ну да. Это, наверное, самый крупный за рыбалку у тебя. Ага. Да? Да. О, вот это же, вот с него жареха уже. Нормально. Можно. Уже жарено. Да. Отлично. Так, третья. Ну. Да. Нет никого, да? Угу. Немножко на месте. Ну, она у тебя тут недалеко кидал ты ее, да? Ну всю. Ну, тут у тебя шнура-то там ни о чем. Он уже это. Ты же сам еще, да, приостановил. Да. Да. Ну, тут, говорю, шнура мало, недалеко. Тут подальше бы, конечно, надо. Давай, Серег, на последний. Кого-нибудь сделай. О, бубенчик упал. Фига себе. Значит, клевал кто-то, слушай. Я видел, что-то, блядь, венчика нету на. И шнур-то почему-то провисший. Давай, не знаю. Может, так закинул. Не, подтягивал. Значит, рыбейка. Или есть, или была. Что-то, по-моему, есть. Есть, да? Ага. Что-то есть. Вообще там у тебя, слушай. Против течения уволокло. Потому что что-то неплохое. Да? Угу. Давай, аккуратно. Без фанатизма, как говорится, может. Что-то неплохое. Ну, слушай, нормальный, Серега. А? Такой. Грамм 500. Толстенький. Более чем это. Толстенький налимчик. Съедобный, скажем так. Змеюги. Ну вот, ребятки, 6 штучек получается. 3 забрали. 2 из них таких нормальных. 3 отпустили. И все, вот та бровочка. Все дает и дает. Туда вот, сюда вот прям смело можно ехать. Вставать на нее, вот, кидать 3 донки и рыбачить просто. Стул ставить, костер и рыбачить. Не знаю, в этом сезоне, наверное, я сюда уже больше не попаду. Хотя, ребят, загадывать не стоит. На пляжу чисто. Небольшие дрова тут остатки. Так, чисто это щепки. А так ни бычка, ничего. Вот так должно, ребята, оставаться место. А вот эта рогатулька под фонарь вот была. Все. И сейчас пойдем свой мусор там сжигать будем тоже. Все сожгем, там дрова, все там приберем. Там и чужой мусор собрал я. Тоже пожигаем. Как бы, чтобы был порядок. Вот так вот.
Так, друзья, ну что, в принципе, все. Вещи стаскиваем. Вот такая поляна сухая. Палатку сложили. Тут еще ветки, дрова немножко. Ну и мусор, то, что тут был, собрали. Какие-то бутылки. Свой мусор. У нас он горит. Сжигаем. Там все сжигается, в общем. Ну, так что вот так должно быть место, как минимум. Спасибо, поляна. Было уютно. Все. Сюда. Надо ниже, наверное, идти. Развалимся, блин. Его можно вам. Да нахуй. Сундучок пустой нахуй. Че, давай еще что-нибудь. Спасибо, берег. Поедем домой мы. Дорога домой. Так, ребят, ну что, время уже темнеет. Мы никак не выехали с деревни. Короче, мы поломали. Серега, что у нас поломалось? У нас поломалось, короче, все, ребята. Не вывезла, короче, машину в гору. Вон все трещит. Благо пацаны, короче, были тоже на рыбалке и в Оконцове помогли нам маленько там ключами, там хотя бы затащили машину, потому что встали прямо на самом этом подъеме. Беда полная, короче, что я могу сказать. Серега, короче, часа два, наверное, откручивал мост. Да, Серега? Кардан. Кардан, да. Мост. Короче, все уже троем. Откручивали кардан. Серега откручивал кардан. Я пока там скачивал лодку туда-сюда. И что в Оконцове? В Оконцове беда. Походу нужны запчасти. Нужно тачку ставить. До Сыктывкара нам не добраться.
пацаны с Микуня, в общем, предложили помощь свою. Ехать туда до Микуня и ночевать, короче, а завтра делать машину. Потому что Сереге тем более как минимум надо еще в Киров ехать. Ну, это по-любому так. Короче, едем, ребята, до Микуня. Вот это пошли приключения, да, Сергей Витальевич? Капитальные, блин. Ладно, ребят, что? Не знаю, снимать буду, не буду. Я ничего не снимал сейчас. Все вот эти телодвижения, я думал, быстро как-то решить. Короче, едем в Микунь. Пацаны говорят, там где-нибудь, ну, развесимся, в общем. Да и можно в машине, в принципе, поспать. У нас палатка есть. Можно палатку поставить, похрену вообще. Едем в Микунь. Алло. Алло. Леха. Мы, короче, братан, до Микуня поперли, понял? Пацаны тут перехватили нас. Нормально все. Так что давай, спасибо, братан, за суету. Там, короче, у нас тут беда, да пиздец у нас полный. Что-то все у нас хрустит, короче, все капитально непонятно. То ли раздатка, то ли что. Пацаны подхватили, короче, и сегодня уже не получится, наверное. Надо добраться как-то, доползти. И завтра уже в сервис загонимся. Посмотрим, ну, запчасти, не запчасти, там не знаю. Что у нас там будет, я хрен знаю. Вот. Так что, братан, спасибо тебе за суету, за все. Давай, если что, не пропадай, звони в любое время. Давай, Лёх, спасибо тебе, на связи. Ребята, всем привет. Короче, вчера мы добрались до Микуня. Стас, спасибо огромное, конечно, приютил нас. Мы сейчас на даче. Ну так понимаем, что как будто бы шрус, ребята. Ой, шрус, говорю, раздатка. Там непонятно, карданы, раздатка, шрузы. Там, короче, надо смотреть. Сейчас приехали парни. Смотрим, ну, как минимум нет мест. Загнаться, разбираться. Вот, раздатку надо смотреть, но за 50 километров мы ее там походу перетерли все в хлам, потому что там так трещало. Вот. Сейчас, если Стас все решит, то попробуем здесь поменяться, что-то сделать. Если нет, то только Сыктывкар, только Владимирович решит всю проблему. Ну, ехать 100 километров еще до Сыктывкара с Микуня. Блин, на трассе мы можем встать, и это будет полный пиздец. Вот. Ну и плюс-минус, ну, сейчас по деньгам не вывозим. А раздатка сейчас плюс-минус 20-30 тысяч стоит. Там даже бушну какую-то поискать, посмотреть. А Сереге еще в Киров ехать, так это надо по-любому делать. Как-то так. В общем, пацаны вчера встретились, все нормально, покушали, приютил Стас тут на даче. Вот, поспали. Вот, даже в баню ходили. Короче, такие дела. Вот такая поездочка получается у нас сложна. Ну ничего, как говорится. Ну, машинка старенькая у Сереги. Не вывезл коляску, короче. Будем решать, ребят, что, как говорится, будем решать. Там интересно.
Возьмешь человека, да, сейчас по-любому будет спорить. Что это за или то, или это, или то, или это. Маленький, куда? Вон! У домкрата спустить это. Вон. Я понял. Поверни его. Наоборот. О, еще разок. Вот там 4 грани. Оу, нихуя себе нахуй. Так, ребятки, докладываю. Короче, второй день мы уже здесь. Короче, нет запчастей. У нас там, короче, поломало нормально так. Шрус там, крышку там поломало. Привод. Короче, что-то такое дело. Ладно, все это мелочи. Нету, короче, запчастей, ребята. Нету Мику ни запчастей. Не ломайте здесь, короче. В общем, у Стаса супруга поехал в город Сыктывкар за запчастями. Это полный жесть, короче. Ладно, чё. Как-то так. Второй день. Придется еще ночевать. Еще третью ночь придется ночевать. Такие дела. Спим-то, ребята, не в бане. Спим-то вот 2 дивана здесь остался. Наверху баня. Такая вот как комната типа сделана. Вообще огонь. Труба вот так проходит по центру. Ну, в общем, решил пельмени пожарить. Похавать. Как-то оно так. За бортом такой. Что-то 0, -1 вроде. Снежочек лежит. Ах. Занесло нас, занесло. Ничего не скажешь. Право и право. Тут, короче, мы и спим. Красота, тепло. Конвертер стоит. Нормально, тепло. Хорошо у нас. Так, ребята, ну что, 7 вечера. Выезжаем. 3-й день, получается, мы в Микуне здесь находимся. Нам машинку починили. Но не до конца. Оказалось, у нас еще одна есть болячка. Такая, ну, не маленькая, в общем. Короче, как-то попробуем сейчас так дернуться. Вот. Ну, домой ехать надо, что, по-любому как-то надо двигаться. В общем, полетели мы по тихой грусти. Да, вот так бывает, конечно, но что сделаешь? Ничего не поделаешь. Да, Серега? Да. Все, ребята, все. Едем мы, короче, до дому, стараемся. Ну, впереди город Сыктывкар, как бы. Там есть подсвязы, есть на связи, есть знакомство, там если что, может быть там что-то и решим. А так полетели, что. Стасу спасибо, пацанам огромное от души. Приутили нас, там поехали.